Всем здравствуйте! Последний день июля, 31 число. Сегодня прочитал ВКонтакте в группе Покчаса школа, Покчинская школа, заметку, что наконец-то начали принимать какие-то меры по борьбе с борщевиком. И как бы написано то, что сделано, и то, что не сделано. В общем, решил выехать на место, и что я вижу? Действительно, да, радует то, что наконец-то начали что-то делать. Как мы видим, основные вот эти 4-метровые растения, вот это борщевик Сосновского, вот это руками нельзя трогать, могу получить ожоги, но вот это вот ядовитое растение, которое растет по 3-4 метра, скосили. Ну, огорчило то, что кроме того, как скосили, даже не везде скосили, есть, конечно, еще участки. Вот, скажем, здесь за ручьем есть участочек не скошенный. Там за ручьем мой участок, я как могу уже борюсь. После моей заметки, которая была 2 или 3 года назад, про тему борщевика, только-только начало что-то дело сдвинулось с мертвой точки. Но как мы видим, вот скажем, вот у кого-то здесь огород, в огороде прямо борщевик растет. Видно, что человек скосил, в начале лета видно, но теперь уже зонтики опять открылись, и пусть они пониже ростом, но опять они дадут семена. Косить — это эффект, маленький эффект вообще, можно сказать, бессмысленный. Это только у нас не дает дальше рассыпаться семенам. Тут надо 100% применять химикаты. Лично я покупал химикаты, это 600 с чем-то рублей раствор. И там вот за ручьем, сейчас мы туда подъедем, обязательно я покажу, разбавил на 10 литров воды. И определенную территорию у меня стало заметно меньше его. Практически уничтожил, осталось, немножко осталось. И каждый год по 3-4 раза я его скашиваю, убиваю как бы окучником, посыпаю солью. Видно результат, сейчас мы съездим и посмотрим. То место, где не принимались никакие меры, и то место, где я борюсь уже в течение, не знаю, 10 лет, наверное. Пойдемте проедем и посмотрим. По дороге заодно посмотрим, как обстоят дела вот с этим очагом. В нашей деревне 2 очага. Первый очаг это здесь, где его посадили в годы бурной совхозной деятельности. И он разросся. Спасало до последнего времени 3 факта. Вот один ручей, второй ручей. Но теперь, как мы видим, уже за ручьи борщевик перескочил и начал наступление на нашу деревню. Когда я делал ролик 2 года назад, я говорил, как хорошо, что он не перешел еще дорогу. Теперь он дорогу уже перешел. Ну, пойдемте проедем и посмотрим, как обстоят дела там, уже за дорогой. Вот, как мы видим, чей-то картофельный огород. И вокруг огорода благополучно цветет борщевик. Я говорю, почему бы вот не распахать это все поле и посадить той же картошкой. Если разрабатывать вот этот участок, этот очаг борщевика, перепахать и разрабатывать. Кроме того, что здесь вырастет картошка, борщевика-то не будет. На разрабатываемой земле он не растет. Останется совсем немножко только по бровкам убрать, но это уже как бы проще, чем вот такие участки. Вот. Также мы видим, вот в срубе борщевик растет, рядом с срубом. Как бы скосили, но не все. Вот отлично видим, что вон, зонтики, они по-любому будут выпускать семена. Семена разлетятся и перейдут по ту сторону дороги. А там совхозные поля заброшенные. Вот 2 года назад, или 3 уже, я не помню сколько прошло, я говорил, хорошо, что он еще не перешел дорогу. И что мы видим? То, что борщевик уже дорогу перешел. И вот, смотрите, вот, видишь,
Вот видно зонтик, второй, третий. Это уже за дорогой. Опять же, никто его не скосил. На следующий год его здесь будет уже намного больше. Смотрим дальше туда. Вижу зонт, еще один. Пока это единичные зонтики. Вот дальше, еще дальше. Это единичные зонтики. Но они не скошены, они не уничтожены. И каждый такой зонтик принесет тысячи семян. И если не принять мер, то вот это все заброшенные поля совхозные лет через 5 будут полностью заполонены вот этим борщевиком. Если я найду время, конечно же, возьму кусторез и скошу эти маленькие очаги. Как бы мне не трудно. Но косьба это только можно придержать распространением. А чтобы уничтожить, нужны химикаты. Вот, если перейдет вот здесь, вот через этот ручей, вот, тоже видно уже, вот, видно. Здесь была старая канава, вижу, что борщевик уже перешел через ручей. Вот, как мы видим, он уже растет на эту сторону. Вот он, борщевик. Тоже не скошен, не убран. Тоже пустит семена. И вот это все дальше пойдет уже вдоль дороги. Здесь ходят лошади, здесь ходят коровы. По дороге семена могут распространиться до лугов. Все совхозные луга в перспективе могут зарасти этим ядовитым борщевиком. Так что тут надо принимать конкретные меры и полностью, вплоть до каждого растения, косить, травить, солить, уничтожать. И пока где-то какой зонтик не растет, и это должны принимать не только 1-2 человека, не только там администрация поселения, а должны все дружно забраться, всем объяснить угрозу борщевика. И как делают вот субботники и все такое, просто выделить раза 3 в год хотя бы вот субботники, чтобы всем селом выйти и принять участие в борьбе с этим ядовитым растением. Все началось с этого очага. Здесь его посадили. Здесь справа была ферма. Привезли, чтобы для корм для коров. Хотя после того, как коровы поедят это ядовитое растение, им, конечно, это может быть и нравится, но молоко пить невозможно, оно просто воняет. Вон, сколько кустиков осталось, вон, все цветет и пахнет, и все будет раскидывать семена. Сейчас поедем на мой участок и покажу, какие меры по борьбе с борщевиком принимаю я. И что бывает, когда не принимать вообще никаких мер. Вот здесь вот канава, здесь ручей. Он перешагнул уже и за этот ручей. Ну, отдельные очаги. Я здесь, конечно же, его каждый раз скашиваю. Раза 3 в год, наверное. Не даю распуститься зонтиком. Не даю раскидать семена. Вот здесь видно вот то, что скосил вот до забора. Тут зонтики уже были. На территории за забором уже зонтики были. В этой ложбине, в этой канаве уже тоже уже борщевик растет. Но тут я все скашиваю, не даю дальше пройти. Хотя дальше он уже перешагнул и очаг распространяется. Пойдемте посмотрим, какие меры принимаю я на своем участке. Вон, как мы видим, вот сейчас покажу. Вот он. Это уже за оврагом. Вот это борщевик. Вот он. Его тоже надо уничтожить. Пойдем. Вот так вот выглядит мой участок, где я всеми силами борюсь с борщевиком.
Здесь вот у меня все было тоже семенами раскидано. Здесь росли кусты. Раза 3 я скашиваю этот участок полностью. Кроме этого, я окучником, когда он растет, постоянно коцаю его. Вот когда я применил химикаты, он практически у меня пропал. Были немножко пару кустиков, на что химии не хватило. Из этих кустиков опять вот видно, сейчас вот где вот, ну если вот присмотреться, видно вот там единичные кустики еще растут борщевика. Но я с ними по-любому буду бороться, я их буду посыпать солью, химией, бензином, соляркой, всем что угодно. Буду травить, буду вырезать. А вот так вот выглядит участок, где не принимают никаких мер. Вон, как мы видим, вот там, да, мы сейчас были только за этим оврагом, а здесь вот цветет и пахнет. Прошлый год я ждал до последнего, пока он вот так же не вырос, не расцвел, никто его не скосил. В итоге с Ромкой, с сыном, мы его благополучно выкосили. Так повторяется каждый год. Жду до последнего, никто не косит, кошу это я. Как бы мой участок, вот здесь забор, видно, да, границу, резкая граница. Здесь раньше был участок бабушки-соседки. Внуки-внучки поставили забор чуть повыше. Получается, этот участок сейчас ничей. Но если он ничей, получается в собственности администрации, наверное, или как там, я не знаю. И вот с этим участком уже никто не борется. Отсюда семена разлетелись года 2 назад, я уже поздно заметил, за забор туда вниз. И где-то примерно 5 квадратных метров площади тоже все заросло борщевиком. 2 года уже я и борюсь за забором. За тем оврагом тоже заброшенный участок, хозяин помер. Картофельные поля, все заросло, борщевик растет уже там. То есть он, получается, со всех сторон оккупирует нашу деревню. И рано или поздно, если не принимать никаких мер, вся деревня просто будет заросшая борщевиком. Как-то вот так. Все это очень печально, потому что с одной стороны радует, что дело сдвинулось с мертвой точки, что есть люди неравнодушные, кому не безразлична дальнейшая судьба нашей деревни. С другой стороны, конечно, очень печально, что таких очень мало. В основном всем по барабану, как говорится, проще говоря, и всем никому нет дела. Хотя, когда коснется и когда этот борщевик залезет к ним в огород, я так думаю, хорошего мало от этого. Ну и пойдем в завершение, покажу еще один очаг, который тоже скошен сейчас, но который тоже появился по глупости одного нашего односельчанина, который решил пересадить борщевик себе во двор, типа, чтобы кормить поросят, на корм поросятам. В итоге у нас второй очаг борщевика, который тоже разрастается, и с которым до нынешнего времени никаких мер не принималось. В этом году его скосили, но косить мало, надо отравлять ядом. Поехали посмотрим. Ну вот, подъезжаем ко второму очагу борщевика и видим то, что он уже далеко перешагнул за этот очаг. Вон, сними вот его. Вот он растет уже здесь. Это уже борщевик. Вот, справа сними. Видишь? Вот, это тоже борщевик. Его никто не убрал, никто не скосил. Он уже поднимается к заброшенным совхозным полям. Поехали дальше. Ну вот, в принципе, и подъехали ко второму очагу. Но здесь видно, что скосили. Видно, что скосили. О, зонтики то здесь, то там белеют. Вот за этим забором вот здесь был свинарник. Свинарник вот здесь где-то был, да. И здесь борщевик был специально высажен. Вот здесь. Вот коровы ходят.
собирает большевик. Вот. Второй очаг сделан своими руками. Можно даже показать хозяина вот этого дома, который постарался, приложил все силы к распространению борщевика. Специально привезти и высадить, чтобы кормить поросят. Все пошло-поехало. Вот здесь тоже так спасает еще овраг, ручей. Когда он перейдет за этот лесок, вот он уже видно. Зонтики там, вон, видишь зонтики? О-о-о. Видишь зонтики? Вот они уже скоро дадут семена, и опять все разойдется. Все, каждым годом будут все больше и больше этого ядовитого растения. Как-то вот так, вот такая вот печальная картина. Вроде бы и радует то, что начали принимать меры. Печально то, что дело до конца не довели. Надо все выкашивать, надо травить ядами, надо бороться с борщевиком всем миром. Как-то вот так.